Волонтерский отряд «Пушка добра» из столичной Пушкинской гимназии стал победителем всероссийского грантового конкурса РДШ «Добро не уходит на каникулы». Ребята выиграли грант на сумму 260 тысяч рублей. На эти деньги закупили специальные игры для адаптации пожилых людей. И теперь юные волонтеры помогают бабушкам и дедушкам в реабилитации. Дарья Вологжанина о доброй инициативе. Добро – лучшее оружие. Это девиз волонтерского отряда «Пушка добра» из столичной гимназии. Отсюда добро не уходит ни на каникулы, ни на выходные. Ребята-волонтеры участвуют в форумах, слетах, проводят социально значимые мероприятия. Последний проект «Пушки» – чудеса игры. Гимназисты выиграли 260 тысяч и закупили французские адаптивные игры для пожилых людей и людей с инвалидностью. Идея «Чудеса игры» возникла у нас совместно с нашими партнерами. Это социальная защита города Сыктывкара. Обсуждали мы совместные планы, и социальная защита города Сыктывкара, представители нам сказали о том, что есть такие замечательные игры, и в этих играх нуждаются пожилые люди. И совместным решением мы подумали и решили, что можем приобрести такие игры для 2 реабилитационных центров города Сыктывкара за счет грантов. Один комплект игр уже передали в реабилитационный центр Сыктывкара. Ребята скромно говорят, кто, если не мы. Сейчас гимназисты смотрят видеоролики, изучают инструкции. А уже в декабре на базе реабилитационного центра они планируют провести настоящий чемпионат по адаптивным играм. Основная его цель – это социальная адаптация, интеграция в общество пожилых людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. То есть как раз-таки путем настольных спортивных игр, нашей работы волонтеров с клиентами Центра социальной защиты, мы, так сказать, работаем над тем, чтобы наши замечательные ветераны, попавшие действительно в трудную жизненную ситуацию, также чувствовали себя нужными, важными и частью общества. Аэробол, новый стандарт, шаффлборд, корнхолл. Это не набор букв, а название тех самых игр, которые так были необходимы нашим пожилым людям и людям с инвалидностью. Игры развивают мелкую моторику, координацию и внимание, а самое главное – объединяют людей. Совсем скоро они соберут за одним столом тех, кто нуждается не только в реабилитации, но и в простом человеческом общении. Эта игра развивает моторику, развивает умение думать, как правильно положить фигуру, чтобы упали к себе, наоборот, все кубики. Все легко поняли, быстро, потому что игра достаточно легкая и понять ее очень легко. В Сыктывкаре о «Пушке добра» знают многие. Отряд работает с 2018 года. Но за такое небольшое время за плечами волонтеров немало добрых дел. Помогают ребята всем – и людям, и животным, и даже планете. Дарья Вологжанина, Олег Юшков, телеканал Юрган.